Акмаль, там тебя спрашивают. Кто? Милиция. Здрасте. Привет, чемпион. Как успехи? Да ничего. Узнаешь? Да, это Гузаль. Что-то случилось? На, полюбуйся. Ухожу в сказку, скоро вернусь. Не волнуйтесь, Гузаль. Ах, так я и знал. Значит, знал? Да, то есть нет. Да или нет? Ну, понимаете, она не верила, что я был в сказке. Смеялась. И я не верю. Ну, вы старый, а она... Ну, а потом пристала. Докажи, поведи меня туда, я поверю. А как я мог? Я слово давал никуда не убегать. 2 года держу. Дальше. Ну, а вчера сказала, с тобой лучше не связываться, пока. Где ее искать? В сказке. Я серьезно. Я тоже серьезно. Только без меня вы ее не найдете. Тогда поехали.
Мир тебе, девочка. Ой, я вас знаю. А я вас сразу не узнал. О, простите старого слепца, прекрасная принцесса. Принцесса? Какая принцесса? Принцесса Гузаль. Дедушка, вы ошиблись. Я просто Гузаль. Неужели я ошибся? Да? Ты просто Гузаль. Дедушка, я Гузаль, но не принцесса. Я из того города, куда вы игрушки раньше привозили. Верно. Я видел тебя в городе. Вот теперь тебя я узнал. Но как ты похожа на нашу принцессу? Дедушка, встаньте, пожалуйста. Спасибо. Ведь вы же знаете такого мальчика, Акмаля. Победителя дракона Карабатура? Это правда, что он победил дракона? Конечно, победил. Самого страшного, самого коварного из всех драконов. Но об этом... Тссс. Идем. Я сейчас тебе все расскажу. Победителем Карабатура хан объявил не богатыря Акмаля, а самого себя. И теперь никто под страхом смерти не смеет произносить имя Акмаль. Даже детей перестали называть этим именем. А те, кто не повиновался, казнены или брошены в подземелье. Не испугалась ханского гнева только принцесса Гузаль. Он ее тоже казнил? Нет, не казнить, не бросить в подземелье. Свою единственную наследницу хан не мог. И тогда он велел перекрыть все родники, ручьи и реки. И высоко в горах появилось озеро. А на озере шатер. Там уже 700 дней и ночей томится наша принцесса. Озеро и все подступы к нему охраняют свирепые стражники. В тайном месте спрятан ключ-камень, которым можно открыть завал из огромных валунов, выпустить воду и освободить принцессу. Но никто не может найти его. Только у хана хранится карта, где указано это место. Теперь ты знаешь все. Вот почему от засухи свирепствуют пожары. Посмотри, во что превратился наш волшебный сад. День-два, и все погибнет здесь, как и вся наша несчастная страна. Дедушка, успокойтесь. Вы только мне скажите, какая дорога ведет к тому озеру? Вот эта дорога, прямо по засохшему руслу. Но я тебя туда не пущу, ни за что. Не пустите? Умру, а не пущу. Ты даже не представляешь, что грозит тому, кто приблизится к этому озеру. Там всех казнят. Так неужели никто не может спасти принцессу и отнять у хана воду? Никто. Акмаль говорил, что у вас есть ковер-самолет, шапка-невидимка. О, износились, выбросил. Ну, вы, значит, не волшебник, а просто старенький дедушка. Я? Не волшебник? Ну, подожди. А вот это что? Это самая обыкновенная сбруя. Сбруя? Обыкновенная. А ну-ка, садись на это дерево. Обыкновенная. Обыкновенная. Сейчас увидишь, какая обыкновенная. На, держи крепче. Обыкновенная. Что-то ничего не превращается. Ух, какая нетерпеливая. Надо же заклинание сказать. Все равно ничего не получится. Не получится? Хурло, мухурло, духурло. Хурло, мухурло, духурло. Бу! Ну как? Спасибо, дедушка! Я скоро вернусь! До свидания! Куда же ты?
Мы ведь так с тобой не договаривались. Вернись! Постой. Это тот сад? Конечно. Что-то не похоже. Сам вижу. Может, у них опять какой-нибудь дракон объявился? Реактивно-доисторический. Да, только этого не хватало. И старика нет? А? Вон он! Здравствуйте, дедушка волшебник. О, мир тебе, богатырь Акмаль. Как хорошо, что ты здесь. Это небо услышало мои стенания. И тебе тоже мир, старший лейтенант Нуриев. Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья мои, нельзя терять ни минуты. Надо догнать ее. Гузаль? Ну да. Она выманила у меня волшебного коня и ускакала. Куда? Куда? В горы, на озеро. Спасибо. Ну, Гузаль. Мы догоним ее. Многоуважаемый Нуриев. Да? Вы же знаете, на этом у нас не сможете проехать. Вот самый верный транспорт. Сказочный. Ни горы ему не страшны, ни пустыни, ни темные ночи, ни густые туманы. Пусть мчится он быстрее Джайрана. Пусть у него будет выносливость волка, хитрость лисы и двигатель вашего мотоцикла. А теперь я его распрягу, и можете ехать. Хурла-мурла да хурла. Хурла-мурла да хурла, пуф! Что же вы стоите? Скорее в путь, скорее! Да не оставит удачи вас. Я надеюсь, что Гузаль далеко не умчалась, и вы догоните ее. Езжайте, друзья, дорога все время прямо по руслу. Не называй себя Акмалем! Как угодно, только не Акмаль! Расправляет златогривый конь, там, где полыхает зарево огонь, облаком клубится голубая пыль, конь крылатый мчится в сказочную быль. Так что же нас детство тревожит и снится, и спать не дает? Пускай нам ответят дорога и ветер, который в дорогу зовет. Крылья расправляет златогривый конь, там, где полыхает зарево огонь, облаком клубится голубая пыль, конь крылатый мчится в сказочную быль. Пускай конь крылатый помчит нас куда-то в страну волшебства и чудес. Пройти всю планету, такой страны нету, и все же страна это есть.
Всем закрыть уши! Всем закрыть уши! Всем закрыть уши! Высокие горы, далекие дали. Послушайте песню о храбром Акмале. От злого дракона он сказку избавил. Простор небосклона он людям оставил. Снова птицы зовут Акмаль, снова ветры поют Акмаль. Люди помнят и ждут Акмаль. Возвращайся скорей, Акмаль. Далекое небо его к нам послало. И где бы он ни был, добро побеждало. Свободными стали и горы, и люди. О храбром Акмале никто не забудет. Снова птицы зовут Акмаль, снова ветры поют Акмаль. Люди помнят и ждут Акмаль. Возвращайся скорей, Акмаль. Куда дальше, Акмаль? Я не знаю, нам надо разделиться. Вам в эту сторону, а мне в эту. Ишак. Что, Ишак? Как его разделить? Его не надо делить. Вы поедете, а я пойду. Хорошо, только ты поедешь, а я пойду. Подождите, товарищ Нуриев. Во-первых, у меня нет водительских прав. На Ишака. На мото Ишака. И во-вторых, он привык к вам. И слушаться будет только вас. Проверим. Ну, проверим. Чу, чу, ну пошел. Ну, чу, пошел. Его надо не погонять, а заводить, заводить. Убедились? Хорошо, встретимся у этой развилки. Есть. Запомни, встречаемся у этой развилки. Договорились! Ой! Эй, ты чего кидаешься? Кто я? Тебе показалось. А ты зачем кидаешься? Я не кидаюсь. Ты смотри у меня. Эй! Так. Вот тебе. Прекратить! Прекратить драку! Кому говорят? Прекратить!
Всем сейчас же по местам! Обед для принцессы! Обед для принцессы! Обед для принцессы! Обед для принцессы! Король! Хан победитель Карабатура. Пропустить! Докладывайте, что в этом кувшине. Миндальное мороженое с цукатами. Что еще привезли? Ореховые пирожные, медовые пряники и свежие фрукты. В остальных кувшинах шербет и нектар. Несите быстрее, пока мороженое не растаяло и сладкое не прокисло. Да не уроните! А ну быстрей шевелись, дармоеды! Быстрей! Вы кто? Гузаль. Я Гузаль. Ну ты принцесса Гузаль, а я просто Гузаль. Мне уже говорили, что мы похожи, как две капли воды. Как две капли воды? Ой, и вправду, как две капли воды. Но я сначала в это не поверила, а теперь сама вижу. Отправляй! Какое красивое озеро. Это мертвое озеро. В нем нет ни одной рыбки. Почему? Об этом позаботился мой отец. Хан? Да, он боится, что я научусь у них плавать. И птиц не видно. А их сбивают стражники, чтоб я не могла послать никому весточку. Да, пирожных и мороженого у тебя хоть завались, а жизнь не сладкая. Угощайся. Так разрезать гранаты меня научил волшебный садовник. Я его знаю. Спасибо. Нравится? Вкусно. Ой, девочки, они так похожи друг на друга. Так вы откуда? И куда? А сейчас все расскажу. Я оттуда, откуда Акмаль. Богатырь Акмаль? Вы его знаете? Вот с таких лет. Мы с одного двора. А чей это двор? Наш. Но почему ты мне говоришь вы? Пожалуйста, говори мне ты. Хорошо. Ты. Это уже лучше. Ты. Послушай, как ты пробралась сюда? Запросто. Поплыла и все. Ты умеешь плавать? Конечно. А я никогда отсюда не выберусь. Гузаль, а что привело тебя к нам? Я хочу спасти тебя и возвратить людям воду. Как выбраться уже, я знаю. А вот насчет воды без тебя не получится. Как я могу помочь? Ты не знаешь, где хан прячет карту озера? Знаю, в своей постели, между 7 и 8 одеялами. А как ее достать? Я знаю, как незаметно проникнуть в ханскую спальню. Мне бы только добраться до берега. В этом я тебе помогу. А вдруг стража обнаружит, что меня здесь нет? Стража не обнаружит. Я придумаю. Мы поменяемся одеждами, и я пока побуду вместо тебя здесь. Правильно. Тогда никто не узнает, что ты это я, а я это ты. А девочки мои никому нас не выдадут. Мне лишь бы не попасть на глаза старой ведьме. Ведь она во дворце самое главное. Ведьма? Да.
Отец хочет, чтобы его все боялись, и она учит его всему, что умел дракон. Вот так надо. Руки хорошо, только голова не на месте. Смотрите сюда. А теперь рычите. Любое начинание обречено без знания, а каждое желание знать надо. Заклинание. Итак, начнем с рычания, драконье воспитание, затем огнеметание, шипение и летание. Мурлы, 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 курлы, мурлы, курлы, мурлы. Вот только бы не забыть, вот только бы не забыть. Курлы, мурлы, курлы, мурлы, курлы, мурлы, курлы, мурлы. Когда что говорить? Ах, что говорить? Велю сжечь тебя на костре и развеять по ветру пепел. Ой, хан, миленький, подождите сжигать, это склероз. Чего-чего? Память состарилась, вспомнила. Мурлы на начале, курлы в конце. Хан, рычите. Терпение лопнуло, зову палачей. Эй! Мурлы, курлы, мурлы, курлы, мурлы, курлы, мурлы, курлы. Вот только бы не забыть, вот только бы не забыть. Мурлы, курлы, мурлы, курлы, мурлы, курлы, мурлы, курлы. Когда что говорить? Что говорить? Мурлы, курлы, рычите! Страшно, великолепно. У самого дракона Карабатура так не получалось. Теперь займемся огнеметанием. Мурлы, курлы. Хорошо, еще огня, огня, хан. Очень хорошо, огня, огня, хан. Еще огня. Великолепно! Огня, хан! Хан, огня! Беда, великий гал! Он идет! Идет великий гал! Он пришел! Беда? Пришел тот, чье имя запрещено произносить! Да, запрещено произносить! Кто пришел? Хан, вы не узнали меня? Тебя? Ты кто? Я Акмаль. Откройте уши. Разве тебе неизвестно? Тот, кто произнес это имя, может считать, что его уже нет. Почему такая ханская немилость? Мне было обещано другое, полцарства. Ишь, чего захотел? Кто-нибудь еще слышал об этом, кроме тебя? Нет. Тогда Карабатур заколдовал всех. Правильно. Всех. Только не меня. Потому что это я победил дракона Карабатура. Подтвердите. Хан, вы не победили дракона, а спрятались от него под стол. Я пришел не за обещанным. Мне не нужно полцарства. Я ищу Гузаль. Гузаль? Может, ее позвать, а? Она здесь? А если бы даже она была здесь? Какое тебе до нее дело?
Так знай, негодный мальчишка, я не только победил дракона, я захватил его волшебную силу. Если захочу, я могу огонь на тебя напустить, и он тотчас же испепелит тебя. А как это, хан? Очень даже интересно. Я передумал. Не буду расходовать волшебное горючее. Что, пороха маловато? А ты наглый мальчишка. Нет, тебя надо сжечь, надо. А где это? Алмаус Кампер. Ведьма? Она здесь? Во дворце? Так зовите ее. Она мой свидетель. Нет, не смейте ее звать. Обойдемся без нее. Да что, у нас не хватит сил справиться с этим сморчком? Да почему мы тратим на него столько времени? И потом, кто он такой? Откуда взялся? В подземелье? Не спускайте с него глаз. Он должен быть казнен. Ну, хватайте, хватайте! Оп! Держите! Держите мальчишку! Опа! Ну, Держите его! Хватайте его! Держите мальчишку! Акмаль! Дай обнять мне тебя, мой мальчик! Подземелье заточить негодяя! И рано утром вместе со всеми смутьянами казнить его! Всем закрыть глаза! Всем закрыть глаза! Всем закрыть глаза! Принцесса на берегу, стражники ее не заметили. Ой, как хорошо, ну хорошо, что не заметили, девочки. Сейчас ты будешь похожа совсем на нашу принцессу. И никто не догадается, что ее здесь нет. Да, принцесса сюда вернется не скоро. До дворца столько идти, Ой, всё по девочки, горам. А как она туда доберется? На коне. На каком таком коне? На волшебном. Уздечка у него непростая. Снимешь, конь исчезает. А потом на что набросишь, то в коня превратится. Я сама на нем сюда прискакала. Уздечку спрятала. А где? Принцессе рассказала. Так что она к дворцу быстро доберется. Гузаль? Она? Это вы?
Вы друг богатыря Акмаля. Значит, сбежала. Убежала. И не пожалела бабушку. Какую бабушку? Ну, не мою, конечно, а свою. У меня нет никакой бабушки. Может, ты и не Гузаль? Гузаль, я вас запомнила на всю жизнь, как вы с Акмалем спасли меня от дракона. Слушай, Гузаль, я знаю, что ты хитренькая девочка, но со мной это не пройдет. Мне непонятны ваши слова. Почему вы так со мной разговариваете? А как с тобой мне еще разговаривать? Тоже мне принцесса. Принцесса, вы это знаете. Я знаю, что я при исполнении, и не я твоя бабушка. А то бы сейчас... Ну, ничего. Вот только вернемся, вот тогда тебе будет. А что? А что мне будет? Посмотришь, принцесса. Нет, я Гузаль. Значит так, Гузаль, едем до развилки. Если нас там не ждут, то поедем дальше, по правому притоку вверх. Ханскому дворцу? Откуда ты знаешь, что там? Знаю. Как хорошо, что и вы там будете. А тебе зачем? По очень важному делу. Это какое дело у тебя во дворце хана, если ты не принцесса? Вы же тоже не принц. В общем так, по правому притоку пошел Акмаль. Богатырь Акмаль? Да. Он здесь? Ищет тебя. Он же погибнет, его схватят. Что ты такое выдумываешь, девочка? Хан приказал, если кто скажет имя Акмаль, тот будет казнен. Понимаете? А тут он сам появится. Кто казнен, Акмаль? Опять ты меня разыгрываешь. Клянусь вам. Честная пионерская? Что? Если ты сейчас не дашь честное да слово... честно, едем скорей. Я вам все расскажу по дороге. Хорошо. А мы думали, что никого не осталось, что мы самые последние Акмали. Кто? Ты ведь тоже Акмаль. Да. А сюда бросают всех Акмали, которые не хотят отказаться от своего имени. А зачем отказываться? Ты что, ничего не знаешь? Я из чужих краев. Тогда слушай, чужеземец. Однажды дракон похитил нашу любимую принцессу. Пришел человек по имени Акмаль, одолел чудовище, освободил принцессу и исчез. А победителем дракона объявил себя хан. И он приказал, имя Акмаль не должно существовать. Кто ослушается, того казнят. Так вот оно что. А почему бы вам не отказаться от своего имени и сохранить жизнь? Пойми, это имя для нашего народа стало надеждой на освобождение от ханского рабства. Если отказаться от своего имени, это значит потерять всякую надежду на справедливость. Ну вот, теперь ты знаешь все. Но ты можешь спасти себя. Иди, постучи и скажи, что ты отказываешься от своего имени. Тебе дадут другое и отпустят. Иди. Так кто ты? Решай. Я Акмаль. Значит так, Гузаль, ты остаешься здесь. Держи поводья в руках, будь наготове. Как только я найду Акмаля, сразу домой. И никаких фокусов. Жди здесь. И никаких фокусов. Слыхали?
Мир вам. Скажите, пожалуйста, вы не видели здесь мальчика лет 11-12? Его зовут Акмаль. Акмаль. Уши болят, что ли? Акмаль! 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 Кто посмел? Кто посмел? Схватить бунтаря! Схватить бунтаря! Повесить! Четвертовать! Сжечь его! Утопить! Утопить его! Акмаль! Кто такой? Так это же Нуриев! Акмаль! Акмаль! Наверняка он, как всегда, гоняется за тем мальчишкой. И, конечно, без него отсюда не уйдет. Конечно, не уйдет. Его сейчас казнят. О, великий хан! Все складывается замечательно. Надо отдать эту мальчишку ему, и они сразу покинут сказку. Нуриев нам еще спасибо скажет за добрую помощь. Хан, надо же делать добро. И действуй, действуй. А я пойду отдохну. Когда я проснусь, чтобы этих смутьянов не было. Эй, развяжите его. И делайте все, что скажет эта старуха. Накидку мне. О, дорогой Нуриев, знаю, вы опять за своим другом. Ну что ж, вы сможете его увидеть. Когда? А хотя бы сейчас. Ведь так просто вы у нас не появитесь. Понимаю, такая работа. Работа. Мы вам поможем. Он у нас. Передадим из рук в руки. Именем хана. Вы ему друг, и я ему друг. Прошу. Именем хана. Да. Я же по заветам Акмаля. Добро. И только добро. Стой, кто идет? Именем хана. Дверь. Пожалуйста, Нури, вы можете позвать нашего дорогого мальчика. Акмаль! Я! Эхо? Нет, не эхо. А кто кричал? Прям Акмали, но выйдет отсюда только один. Гузаль, доченька. Какой прекрасный сон. По велению хана в Змеиное ущелье. По велению хана в Змеиное ущелье. По
Этих упрямцев хан-дракон повелел предать самой страшной казни. Сейчас они будут брошены в змеиное ущелье. Еще никто оттуда живым не возвращался. Охрана не нужна, они заколдованы. Стойте! А теперь, дорогие Акмали, расходитесь и постарайтесь больше не попадаться на глаза стражникам хана-дракона. А ну, ребята, пошли. И скажите всем, что вода будет. Мы что-нибудь придумаем, поможем. Спасибо вам большое. Вода? Да, я вам все расскажу потом. А сейчас надо уходить. Ведьма может поднять тревогу. Друзья! Мы свободны! Свободны! И все мы остались Акмалами. Теперь вам понятно, товарищ старший лейтенант? Чему удивляться, хан, и все. Но нельзя нам больше здесь задерживаться. Представляешь, какой будет у нас дома переполох. А кто поможет этим несчастным, если не мы? А где Гузаль? Гузаль! 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 Хватит дурачиться! Гузаль! Я здесь. Богатырь Акмаль. Я так счастлива, что вижу вас и что вы живы. В прошлый раз я не успела вас поблагодарить. Слушай, какой я тебе богатырь, и почему ты мне говоришь «вы»? И вообще, за что ты меня должна благодарить, Гузаль? Вот именно. Я пошутила. Нашла время. Лучше покажи, что там у тебя в руке. Карта. Карта? Это не карта, а какой-то рисунок. Нет, это карта сказочной страны Януман. Ну, конечно же. Вот высохший сад, а это шатер принцессы. Вероятно, сторожевой пост. А что он охраняет? Озеро. А может быть, хана? Ага. Пунктиром обозначена какая-то дорога. Эта дорога ведет к большому завалу. А здесь вот на самом верху ключ-камень. Надо спешить. А стражников там много? Мы их перехитрим. Едем. Я буду показывать дорогу. Стража! Твоя жена под заклинание. Забыла. Как же мне выбраться из этого каменного мешка? Ой, вспомни. Ой. Стража! Ой. Вспомнила! Хан, они сбежали. Кто сбежал? Кто? Акмаль и все остальные Акмалей. Они хотят открыть озеро. Мое озеро? Да. Для этого им нужна карта. Она у меня спрятана здесь, между 7-м и 8-м одеялами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Где карта? Где моя карта? Ищи карту. Где? Ищу. Где карта? Нету. Украли у меня карту. Мою любимую карту. Найди мне сейчас же карту, а то хуже будет. Не ревите, хан. Не все еще потеряно. Хочу реветь. Ой.
Хочу карту! Ну вспомните, чему я вас учила. Вспомните, вы же овладели волшебной силой рычания, огнеметания. Вы сейчас настоящий, а дракон. Да, Дракон, да, дракон. настоящий. Я все могу. Да. Я этих воров испепелю. Пух-прах. А где они? Где воры? Сейчас увидите. Смотрите. Вот они. Они уже у самого завала. Хотят мою воду украсть. А? Девчонка. Кто эта девчонка? Хан, не велите казнить. Она похожа... Моя дочь. Как она здесь оказалась? Догнать! Скороходы ко мне! Скороходы ко мне! По коням! Скорей! Связать! Выставить посты! Камень-ключ где-то близко. Видите? Нигде нет такого знака. С чего ты взяла, что близко? Карта без масштаба? Судя по всему, мы находимся здесь, а камень-ключ наверху этого завала. А как его узнать? Камни-то одинаковые. Он сверкает, потому что волшебный. Его бы только найти и поднять. А если принцессу схватили? Не волнуйтесь, ведь она единственная дочь, и я единственная. Что я не сделаю, меня всегда родители прощают. Смотрите, девочки, это она, принцесса! Молодец, принцесса! Пора. Всем заткнуть уши! Высокие Всем горы, заткнуть уши! далекие дали. Послушайте песню о храбром Акмале, от злого дракона. Он сказку избавил, простор небосклона он людям оставил. Вот здесь он, скорей! Снова птицы зовут. Всем заткнуть уши! Всем заткнуть! Где моя дочь? Отвечай! В шатре, где же еще? Нет там ее! Пожалуйста, сами убедитесь. Может, уже вернулась? Проверим. Ну-ка, дай посмотрю. Пожалуйста. А если ее там нет? Принцесса на месте. Опять ты ведьму напутала. Сжечь бы тебя давно. А где же эти чужестранцы с моей картой? Здесь им не пройти. Вот они. И принцесса с ними. А кто в шатре? Тоже принцесса. Какая из них настоящая? Я ручаюсь за ту, которая в шатре. Значит, та самозванка? Ну, конечно, она и одета не по-нашему. Схватить их! Окружить! Окружить! Схватить! Вот он, камень-ключ! Я сейчас его подниму! Это я должна сделать. А почему это ты? Нашли время спорить, да пусть она поднимет. Оставь ее. Пожалуйста. Я, принцесса Гузаль, возвращаю своему народу воду!
уничтожу. Сейчас узнаете хана дракона. Ну, ведьма, пришел мой час действовать. Что хан прикажет? Драконий рев, полет молнии, огонь! Огонь! Орлы! Орлы, паш! Ой, напутала. Накосё! Ой, склероз забыла, хан, забыла, склероз. Все в воду! Перекрыть собой реку! Перекрыть собой реку! Всем в воду! Ну, ханчик, ну, дракончик. Не подлизывайся! Все равно сожгу на костре. Ну, за что? За все. А главное, за принцессу. Если бы я ее поймал, устроил бы наказание для устрашения других. А теперь каждый может сказать, какой же ты хан, если со своей родной дочерью справиться не мог. Кто теперь меня устрашится? Кто покорится? Она украла не только мою воду. Она похитила ханскую власть. И все ты, Я? нечистая сила. Ой. Нет, на костер тебя. Хан, а если я верну принцессу? Тогда прощу тебя, может быть. А свой дворец у меня будет? Будет. Может быть. Ждите меня сегодня. Без принцессы не вернусь. Фу! За нами погоня, дед. Погоня? Да. Хан, он самый. Сейчас. А ну-ка, друзья, поменяйтесь местами. Духурло, Мухурло. Садись, Гузаль. Боюсь. Ты чего испугалась? Мотоцикл, что ли, никогда не видела? Никогда. Да ты что, Гузаль? Ты хочешь попасть в лапы хана и его стражников? Поехали! Я должна остаться здесь. Гузаль! Я Гузаль. Ну, понимаете, я принцесса Гузаль, я из сказки. Слушай, ты меня сведешь с ума. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, девочка. А что ты говорила тут, на этом месте? Я вам ничего не говорила. Я здесь никогда не была. Ты говорила, что ты Гузаль, когда я сказал, что ты принцесса. А теперь ты говоришь, что ты принцесса, когда мы знаем, что ты Гузаль. Просто Гузаль, принцесса. Гузаль, дома разберемся. Акмаль, скорей. Прощайте, Садись. дедушка. Прощайте, отец. Прощайте, дедушка. Почему прощайте? Я тоже собрался к вам. Я давно у вас не был. И я сейчас... Чу! Теперь во всем окажусь виноват я. Наконец, сейчас я выйду. Ее бабушка? Она. Лучше я пойду. Хорошо. Спасибо Да за не помощь. за что. Ай-яй-яй-яй-яй, девочка моя,
Девочка моя жива, здорова, здорова, да? Она жива, здорова, спит. За что мне такое наказание? Родителям-то что? Уехали себе на стройку, а мне оставили эту непоседу. Спасибо вам, большое спасибо. Дорогой товарищ, что бы мы делали без нашей родной милиции? Пожалуйста, еще раз убедитесь, ваша ли внучка? Вы шутник, дорогой лейтенант. Конечно, это моя внучка. Разве я бы не узнала свою внучку? Я тоже так думаю.